Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Что случится, что произойдет и что поменяется со дня на день. Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте будем смотреть. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, что случится? Идет предложение. Предложение очень интересное, заманчивое, но чтобы воспользоваться этим предложением, что-то нужно будет сделать. Ну, допустим, да, куда-то поехать, что-то оплатить, проплатить, приготовить, я не знаю, что-то надо делать, какую-то работу нужно предварительно провести. Вот. И у вас будут сомнения, стоит, не стоит, надо, не надо. С одной стороны, предложение, замана, да, такая прям манит, хочется. А с другой стороны, усилия. Вы будете выбирать, вы долго будете сомневаться. Кто-то даже будет вас отговаривать. Я бы вам посоветовала не отказываться от этого предложения. Если вы не готовы к каким-то действиям, так передоговоритесь. Передоговоритесь на другой срок. Если у вас вопрос лени, тогда пересильте себя. Понимаете, предложение действительно хорошее, оно отыграется не в моменте здесь и сейчас, а немножко попозже. Понимаете, не в пару дней, которые мы сейчас просматриваем, а может быть пару недель. Да? Вот тогда будет настоящий положительный эффект. Но если пропустите, если откажетесь, мало ли какие у вас там причины, занятость, в принципе ничего критичного, но будете себя ругать. И еще кто-то будет вас за это критиковать. Говорит, вот если бы ты тогда сделала, да, все бы было намного лучше. Вот. Я вас, мои хорошие, предупредила, вы смотрите, как по обстоятельствам у вас будет все происходить. Так. С кем-то вы куда-то пойдете, либо уже запланирован такой поход, да, такое свидание, договоренность, либо будете договариваться. Вы на этого человека возлагаете большие надежды. Вам кажется, что этот человек прям все может, все умеет, все знает. Вот с этим человеком не пропаду. Но это не совсем так, да, я мягко скажу, да, не совсем так. Смотрите, вы надеетесь на человека, человек надеется на вас. Такое, знаете, легкое разочарование идет у вас в этом человеке. Помните, что мы все обычные люди, мы не всесильные. Среди нас нет каких-то там, я не знаю, волшебников, там, богатырей, там, великанов, их нет. Мы все обычные люди со своими страхами, со своими заморочками. Приучите себя надеяться на себя, только лишь на себя. Либо всегда иметь запасной вариант. Вот это будет хорошо, это будет правильно. Так, кто-то у меня будет приобретать нечто важное для дома. Это может быть как и бытовая техника, предметы мебели, просто может быть посуда. Да? Вам нужна новая посуда, вы пойдете, будете приобретать. Проверяйте все на месте, все на месте. Если вам начинают рассказывать, что там все упакованное, распаковывать мы не будем, настаивайте на своем, либо идите в другой магазин. Здесь большая вероятность купить подпорченный товар. Допустим, если посуда, будут сколы. Если это какая-то бытовая техника, неисправная, да, неисправная, либо все функции не работают. Если это будет мебель, может быть, чего-то не хватает, да, каких-то вот там, не знаю, болтов, например, да, которые крепят там ножки там, дивана, да, либо кресла.
Чтобы вам по 2 раза туда-сюда не ездить, там, не чувствовать себя попрошайкой, да, чтобы ой, поменяйте мне, ой, замените, ой, добавьте. Лучше все проверяйте на месте. Честный продавец все покажет, все расскажет, все при вас проверит. Ну, а всякие жулики, шарлатаны, ну так, а зачем они вам нужны? Не гонитесь за ценой. Вот именно за дешевизной не гонитесь. Поверьте, жадный платит дважды. Я никого не обзываю жадным, я просто вам такую поговорку привела в пример. То есть есть товар, да, подороже, подешевле. Вы думаете, о, куплю подешевле, вроде как функционал тот же, почему и нет? Все-таки нет, нет. Качество материалов, там, сборка, опять же таки гарантии. Вот. Не гонитесь за дешевым, покупайте нормальное, добротное, вот, чтобы служило вам долго. Долго, на века, как говорится. Есть у вас возможность такое приобрести. Поэтому покупайте правильно, с умом покупайте. Так, девчоночки, кто от мужчины ждет каких-то конкретных либо шагов, либо действий, либо поступков? Мужчина немножко тормозит. Тормозит, и я вижу, что вы как обижаетесь на него, да. Хотелось бы его ускорить. Есть какой-то план, какие-то мысли, может быть, хотите заставить его поревновать, да, чтобы зашевелился. Это дурной план, сразу вам говорю. Ревность только все испортит. Если вы будете его провоцировать, он и так бедненький, знаете, как на волосиночке держится, чтобы не сорваться в истерику, боится чего-то, переживает за что-то очень сильно, как-то эмоционально накручен, прям намагничен. Не надо, девчоночки. Ваша добрая улыбка, ваш томный взгляд, ваше нежное прикосновение. Вот именно это подтолкнет вашего мужчину к поступку, к действию, не знаю, к покупке, к предложению. Будьте лапочкой, мужчина раскроется. А вот ревновать, это дурное. Понимаете, ревность такое чувство, которое выедает и выжигает все внутри. Поверьте, это не стимул, не подтолкнет. Вот именно вашего точно не подтолкнет, наоборот, отдалит. Так, девчоночки, какая-то переписка у вас, с кем-то будете переписываться. Если будете переписываться с мужчиной, всего про себя не рассказывайте. Пусть как загадка, да, сохранится загадка. Вы закрытая книжечка, но очень интересная, да. Немножко тут поиграйте с ним, все про себя не говорите. Если будете переписываться с какой-то женщиной, ну, здесь важно убрать себе желание, не знаю, похвастаться, либо удивить, либо, может быть, не знаю, поделиться прям самым сокровенным. Почему-то у вас именно от переписки какие-то могут быть неприятности. То есть вы ждете одного, а получается совершенно другое. Либо, знаете, как женщина может о вас потом рассказывать, а вы поделились самым сокровенным, а она кому-то возьмет, да и покажет вашу переписку. Либо кто-то случайно, да, ну, например, вы переписываетесь с подругой, а у нее мужчина есть. Этот мужчина по телефону увидел, там тот же WhatsApp открыл, все почитал, посмеялся и пошел всем подряд рассказывать. Понимаете? Вот чтобы этого не произошло. Старайтесь поменьше о себе говорить. Вот это правильно будет. Это не навредит, абсолютно не навредит. Так, какая-то очень серьезная домашняя работа, но это не убирать, это может быть гладить, стирать, готовить, да, вот вы прям как устаете, и вот смотрите вы на эту огромную кучу белья, да, для глажки, там, либо для стирки, думаете, господи, ну где взять сил, да, чтобы все это переделать? Тяжеловато вам приходится, тяжеловато. А вы еще такой человечек педантичный. Вы же пока все не переделаете, вы не успокоитесь. Мои хорошие, и если будет перед вами стоять выбор, как поступить правильно, до конца, да, добить это дело, либо посидеть, отдохнуть, расслабиться, либо просто пойти спать, выбирайте, конечно же, себя. Так, идем дальше. Смотрите, у вас в левой стороне вышел человек, который будет предлагать вам троечку, будет предлагать вам помощь, содействие, либо возьмет на себя, да, выйдет с предложением взять на себя какие-то ваши обязанности. Откажитесь.
откажитесь, потому что будет все не так, как вы себе представите, либо как вам этот человек пообещает. Он не только не поможет, он еще и навредить может. Вот, не нужна вам помощь, не нужна. Все, вы справитесь сами, потихонечку. Вы знаете, как делать, вы знаете, что вам нужно, как нужно. Сами сделаете. А вот если вы свяжетесь с этим человеком, будь то женщина, будь то мужчина, неважно. Важно то, что человек может еще и навредить. Не сознательно, а по незнанию, по какой-то самоуверенности. Да? То есть человек говорит: о, я знаю, я умею, давай. Вот, наделает вам там делов, а вы потом будете тратить уйму времени на то, чтобы все это исправить. Поэтому лучше откажитесь. Так, и еще мне очень не нравится в левой стороне лисица. Смотрите, какая хитрая лисица, что-то тянет. От вас тянет. Знаете, похоже на воровство. На воровство, на выманивание, ну и как развод на деньги. Очень похоже. Будьте поаккуратнее. Кстати, с подобной ситуацией можете столкнуться не только вы, но и кто-то из ваших близких. Пожилые родственники, муж, дети также могут столкнуться. Здесь вот именно выманивание хитрым образом каких-то средств. Может быть, ну вот придет человек, да, прикинется малоимущим, да, нуждающимся, слезливую историю расскажет. Вы там расчувствуетесь, отдадите там самое лучшее. Вот. А человечек, ну, скажем так, на вас наживется. Вот. Будьте поаккуратнее. Поаккуратнее. Лучше вообще никому ничего не давайте в ближайшие 2-3 дня. Вот такая вероятность и опасность, она прям, видите, посерединке вышла. Такое предупреждение прям четкое. Не доверяйте. Не доверяйте. Вот все, что касается помощи другим людям, каких-то денежных операций. Нет, хитрость и обман выходит. Так, мост какой-то у вас вышел в левой стороне. Мост с очень крутым человеком. Я имею в виду характер. Да? Человек вышел, знаете, таким властным, грубым. И вы его то ли побаиваетесь, то ли такая репутация у человека, что вы его стараетесь обходить. Очень похоже на мужчину, потому что в штанах вышел, и прям такая высокая фигура у него. Громкий человек, громкий, авторитетный, и его люди боятся. Вот у вас с этим человеком мостик намечается. Ну, либо сам он будет предлагать, либо такая ситуация выйдет, да, что вам придется обратиться к этому человеку, как-то вот общаться с этим человеком. Ничего не бойтесь. Этот человек, несмотря на то, что он такой авторитет и то, что он грубый, к вам относится очень хорошо. Он будет только рад возможности, например, с вами пообщаться, либо вам помочь в чем-то посодействовать. Это может быть руководитель, это может быть какой-то чиновник, не знаю, силовик, может быть, даже какой-то. Такой вот он интересный персонаж. Вы идете с трепетом, да, на этот разговор, на эту встречу. Вот. А в процессе понимаете, что нормальный, адекватный дядька. Почему и нет? Можно и договориться, и поговорить. И все он видит, все он понимает. Да, строгий, да, громкий. Ну такая сила характера, что сделаешь. Ну, вот. Мостик у вас с этим человеком идет. Не убегайте от этого человека. Если надо, так идите, договаривайтесь. Ничего плохого здесь и не будет. Так, и не слушайте. Вот если кто-то вам будет говорить: ой, да ты знаешь, там на кусочки рвет, вилами колет, боже, так страшно, 5-е, 10-е, вы не слушайте. С вами такого не будет, наоборот. Пообщайтесь, очень мило и очень приятно. Еще смотрите, мост. Мост – это хорошие отношения, такие, знаете, дружеские, уважительные, приятные. Все хорошо будет. Так, молодые девушки, прям такие вот там 18-25 годиков. Вы смотрите мою цыпочку, может быть, ваша мама, бабушка смотрит. Будьте поаккуратней. В плане того, какая-то вот мне не нравится компания парней, девушек. Очень похоже на какую-то вечеринку, может быть, даже клуб, либо где-то кто-то там вписка, как это правильно называется, да, люди будут собираться. Там будет и выпивка, и будет что-то еще запрещенное. Я бы, конечно, советовала не идти. Но понятно, что дело молодое, что хочется и погулять,
там и с друзьями время провести, но тогда воздержитесь от употребления всего, что имеет градусы, да, либо употребление того, что запрещено. Здесь речь идет о каком-то отравлении, понимаете, именно отравление, непереносимость, может быть низкое качество алкоголя. Ну а если мы говорим про запрещенные средства, ну может быть реакция организма очень такая нетипичная, чтобы не было потом больно за свой поступок, чтобы не было неприятно, чтобы не было каких-то тяжелых последствий, лучше не употреблять. Вот. Ну, мамы, бабушки, я даже не знаю, как вы будете отговаривать свою девочку, но постарайтесь найти слова, чтобы и не рассориться со своей девочкой, да, но и в то же время ее предупредить. Если вы, молодая девушка, меня смотрите, идите гуляйте, но вот я не знаю, придумайте себе что-нибудь. Вот скажите, что вы на антибиотиках. Не потребляйте, пожалуйста. Можно и так весело провести время, там, попивая сок. Но потреблять вам ни в коем случае нельзя. Нельзя. Какие-то последствия неприятные могут быть. Как-то прям по здоровью прям плохо. Чтобы вы себя потом не ругали. Девчоночки, лучше воздержитесь. Так, ну и в принципе на неприятностях мы закончим, поставим точку. Я не вижу тут больше ничего такого прям острого, и хорошо, пусть будет. Конечно же, сейчас запечатаю то, что увидела нехорошее. Но вы, мои милые зрители, тоже старайтесь быть поаккуратней, поосторожней. Так, хорошие события. На работе настроение у вас, я вижу, такое прям веселое, бодренькое настроение. Что-то меняется, что-то происходит. У одних, значит, будет объявлено о повышении заработной платы. У других появится вакансия. Да, может быть, вы хотели давно перейти на новую должность. Появится вакансия, вы прям загоритесь. Да, вот хочу перейти, пойду к начальнику попрошусь. Будете об этом думать, прям мечтать будете. Ну, а кто работает сам на себя, какие-то невероятно приятные новости. То ли клиенты попрут, то ли какое-то налоговое облегчение будет. Приятные новости. Вот. Вы идете на работу, вы улыбаетесь, вы понимаете, что сегодняшний день будет гораздо лучше, чем дни предыдущие. Вот. Хорошее настроение с оптимизмом, с надеждой и с верой в будущее. Вот так у вас идет. Что-то поменяется. Поменяется, очень хорошо поменяется для вас. Так, для тех, кто ищет у меня работу, вас порадует обилие предложений. Вам либо будут предлагать персонально, да, вот вы разместили свое резюме, к вам будут поступать звоночки, вас будут приглашать на собеседование. Либо вы в интернете, например, ищете, заходите на сайт. Раньше было 2-3 объявления, а тут их 20-30 сразу вдруг стало. Выбор появляется. Настроение тоже, кстати, у вас хорошее. Теперь можно выбирать. Не подстраивать себя под конкретную вакансию, там, переписывать свое резюме и молиться, чтобы вас пригласили на интервью, а наоборот, да, вот прям колоссальный выбор, как на ярмарку попадете. Так, какой-то важный подарок от мужчины идет. Этот подарок, смотрите, вот мужчина стоит, да, к вам повернулся, и в руках он держит кораблик. Очень интересно. Ну, кораблики — это обычно поездки, какие-то документы тоже могут проходить. Девчоночки, кто в треугольниках, мужчина может к вам вернуться по этому кораблику. Он хоть и с хвостиком вышел, но тем не менее, он к вам идет, и кораблик, он, видите, в вашу сторону направил. То есть направляется в вашу сторону. Кстати, девочки, у кого мужчина отсутствовал, здесь приятные новости. Ну, допустим, мужчина звонит, говорит: я купил билет, все, возвращаюсь, еду обратно, к тебе еду. Вот, прям приятное вам сделает мужчина, порадует вот именно этим подарком, этим поступком. Но опять же, подарок, он идет больше не материальный, не то, что можно там потрогать, пощупать, а вот именно эмоция, положительная эмоция, какое-то решение. Доброе по отношению к вам. Так. Кто-то детей своих будет радовать.
Вот именно вы будете радовать, что-то будете делать для детей. Может быть, дети просят какую-то игрушку, а вы пойдете и купите. Да, такой маленький праздник детям устроите. Может быть, ребенок просил куда-то там отвезти, сходить. Вы это сделаете, вам будет очень приятно. Вот появится у вас окошечко, либо вы даже отодвинете какие-то свои дела и посвятите вот день, да, либо там час, 2 часа вот именно ребенку, его интересам и его желаниям. Дети, либо ребенок очень счастливы будут. Так, по поводу денег еще вам не сказала. Деньги. Но деньги ожидаются. У вас деньги ожидаются. Деньги. Либо ждете, либо сами придут, да, вас не спросят. Это может быть как зарплата, так и аванс, и также может кто-то вам дать деньги. Ну, например, муж даст вам деньги, либо родственники деньгами помогут. Деньги придут, деньги придут. Для вас это будет, ну, ожидаемо, да, я не могу сказать, что тут сюрприз, это будет скорее ожидаемо. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание, всем пока-пока.